Всем привет, друзья! С вами Александр Попков. И сегодня у нас на обзоре турбодиван, турбокотлета Краун в 171 кузове. Погнали! Итак, друзья, Атлет в 171 кузове. Чем, собственно говоря, отличается у нас обычный Royal от 171 Крауна? Решетка радиатора, как мы видим, совсем другая, с надписью Котлета Атлета. Фары здесь уже стоят от Рояла, у Атлета чуть-чуть другие, там такие круглейшие линзы. Ну а так, в целом, по переду больше никаких отличий. А также у нас по переду мы видим всеми любимые светлячки, такой прям стиль. Это, кстати, последний кузов, у которого были светлячки GDM-ных, которые все свистели себе на велосипеды, мопеды, мотоциклы, на всю технику, на которой двигались. Даже, наверное, на вот эту строительную тачку. Давай сбоку. В общем, в профиль, ребята. Диван, это мы все знаем, Краун, все дела. 18-е колесики, смотрятся четенько, как будто бы можно поставить еще больше, но уже тогда это будет более жесткая машина. Самое главное отличие. Все крауноводы, когда вышел 171 кузов, по-любому жестко, дико бомбили, типа где мои безрамочные двери. А в 171 кузове это единственный кузов, вернее первый, после всех остальных, у которого стали двери с рамками. Повторитель у нас в ушах, стильно, модно, молодежно. Ну и вот этот на задней стоечке, корона, чтобы все знали, что это королевская. На всех кузовах есть. Повнимательнее, пожалуйста. Заострите внимание на этом. По задней части автомобиля такой широкий. Фонари опять-таки отличаются у Котлеты свои. У нее такие 3 кругляша, надпись Атлет В. Вышечка, все как положено. Ну, выхлоп мы видим такой сочный. Ну и, конечно, утиный хвостик клип-спойлер придает законченности задней части, приспортивленности, я бы сказал. Мотор. Вот он, собственно говоря, сердце GZ GTE. Это первый Краун, у которого стоял именно GTE. Ну и, соответственно говоря, последний кузов, в котором стоял GTE. Потом уже пошли там ГРы, все вот эти гибридные штучки, голубо-зеленые вот эти вот. А это настоящий тру-мотор. Единственная проблема сейчас этих моторов, то что типа найти живой очень сложно. Это понятно. И цена на сам мотор, собственно говоря. Многие же не знают, что смотрят на нее типа на старое. И такие думают, ну, наверное, она дешевая. На самом деле эти тачки могут стоить там до 2 миллионов, допустим. Будет. Ну, кто на что гораздо. Там может 500 стоить, может 700, может 900, миллион, 1 200 000, 1,5–2. Смотря что там внутри, смотря какое состояние и все такое. Но люди, типа внешне так посмотришь, любого спроси, который не разбирается. Он такой, ну, наверное, какой-то старый седан японский и все, что он может знать про него. Допустим. А обслуживать такую машину нужно, соответственно, подобающе. 198 бензин. Хорошее масло, естественно. Менять его надо типа не раз, там в 10 тысяч, а раз там в 5, а то и в 3 тысячи, смотря как ты ездишь, естественно. Вообще цены на части в целом. Мотор стоит конских денег, кузовные элементы всякое, даже я не беру в расчет того, что это может дико стоить денег. Итак, друзья, салончик. Садимся на самое королевское место в этом автомобиле, это вот слева. Тут у нас имеются унижение пассажира. Самое главное, мы вот так его отодвигаем, если он нам мешает, чтобы нам жестко раскинуться. Ну, тут, в принципе, и так место вполне себе. Тут еще один такой же обзорчик есть, по-моему, да? Да, примерно. Может тут кто-то еще сесть вот здесь мне в ноги. Тут бывает еще задний электродиван, но в этой комплектации его нет. У нас видим такие темные вставочки, очень мягкие такие пластмассовые карты дверей. Тут у нас все в таком велюре мягком. Пепельница обязательно. Кстати, на всех тоже краунах до этого были в дверях вот эти все пепельницы. Жестко курили тогда японцы. Люто. Ну, естественно, стеклоподъемник. Вот эти фонари тоже стояли на всех. Нету, кстати, здесь уже заднего климата. По-любому все там жестко бомбили, где наш задний климат. Но я вот, кстати, не помню, в 151 кузове, по-моему, тоже его не было. И традиционно для всех краунов это вот эта ручка на сиденье. Что здесь, это вот оно идет с тех самых времен, когда все это было на раме, там все как положено. Ну, как говорится, места много, хотя здесь уже люк.
потолок чуть ниже, все равно места куча, я могу сидеть всяко разно, так и всяко. Если мне будет мало, я вообще унижу пассажира до талого, буду сидеть вообще вальяжно. Тут у нас есть подлокотник с двумя подстаканниками. Все как положено. Втроем, кстати, тоже можно сидеть, но туннель высоковат, конечно. Тут у нас кармашек. Ну и карманы в сиденьях. Оп, оп. Положил, сложил. Пойдем вперед. Садимся, значит, мы за место водителя. Тут у нас имеется электросиденье. Мы чуть можем отодвинуться назад. Во всех плоскостях, та же поясничка у нас регулируется электронно. Жалко, нет в памяти, конечно, сидений, но в целом и этого достаточно. У вас есть все регулировки, какие нужны, чтобы сесть удобно. Руль, естественно, тоже шевелится, но механически. Руль у нас большой, с короной, с кнопочками типтроника. Кстати, в 151 уже не было типтроника. Это первый кузов, у которого был типтроник. Тут у нас установлен, конечно же, не родной датчик буста. Есть у нас подогрев ушей зеркал. Ну и, естественно, регулировка этих всех зеркал. Все очень традиционная кнопка из всех краунов. Вот отсюда вот будет видно. На двери кнопка открывания багажника. Она прям на всех шла. На все на своих местах, как говорится. Также у нас для всех кнопочка свинг. Сейчас мы попробуем это все продемонстрировать. Чтобы все равномерно разогревалось или охлаждалось. Тут, соответственно, у нас двухзонный климат с обычными такими экранчиками простыми. Часы. Здесь у нас, собственно говоря, все управление климатом, магнитола. Здесь же, тут, по идее, еще должна быть навигация, но здесь она у нас, к сожалению, в России не работает. Печка, тут у нас магнитола. Переходим ниже. Здесь у нас стоит уже неродная магнитола. И трендовые штуки сейчас. Насколько плавно все открывается. Набор курильщика открывается плавнейше. Здесь у нас подстаканники. Точно так же все очень плавно открывается. Коробочка-змеечка. Все филы обожают ее. Выключение трекшена и режимы автомата. Тут у нас потайной такой кармашечек. Тоже плавно открывается. Но здесь, по-моему, да, ченджер все-таки стоит на некоторых комплектациях. По-моему. Что-то такое тут стояло. Ну и бардачок плавнейше открывается. Весь в бархотке, чтобы ничего не громыхало, не шумело. Также у нас тут подлокотник огромнейший. Опять-таки тут у нас два отделения. Верхнее, нижнее. Все в этих мягенько, чтобы ничего не гремело, не шумело. Моточечник у нас есть тут. Очень, да, максимально. Тут у нас, естественно, свет. Такой. Тут управление люком. На вот этих козырьках у нас, естественно, зеркала огромнейшие с подсветочкой. Что на том, что на этом. Тут еще какой-то под карточку. Отделение такое приятное. Так, собственно говоря, за рулем. Ну, понятное дело, что это краун, что это очень мягко, что-то на комфортном, даже на 18 колесах, хотя завода здесь должны стоять 16 колесики. Все равно это ему не мешает быть комфортным диваном. Ты сидишь, шумка хорошая, даже учитывая, что здесь выхлоп стоит, естественно, басовитый. Ехать в целом не мешает этот выхлоп, ты едешь тихо, если еще особенно его зашумить, и ездить вообще с кайфом. За рулем на турбокрауне мы едем мягко, комфортно, ну и, собственно говоря, должно быть быстро. Тут, естественно, сток, никаких нету там тюнинг штучек. Вообще, это одна из таких последних вэшек, которые можно купить, самую свежую, на которой можно засвапать. Ну, допустим, ты купил универсал, он выпускался с 2007 года, как я уже говорил. В него засунуть GZ GTE, и у вас будет самая свежая вэшка, сарай. Быстрый, чтобы возить быстро рассаду на дачу, все загрузить, поехать, везти. А еще водовозить можно еще. Огромно, он же вообще огромный. Ты просто берешь бутыли, засовываешь и жестко, быстро едешь. Водовозы точно бы оценили. Сейчас мы пробуем в деле эту штучку. Пока на таком трассовом режиме турбина даже не поднимается на ноль. Едешь. Единственное, что вот здесь вот вроде машина типа, ну, свежейшая, одна из последних. Я почему думал, что она 5-ступенчатым автоматом идет, но здесь 4 ступени. Видимо, потому что 5-ступенчатый автомат не выдержит напора и мощи GZ GTE. По трассе, конечно, на 4-ступой ехать не так комфортно, как на 5. Сейчас мы пробуем жестко стартануть, попугать людей, которые стоят на парковке. Они сейчас скажут: вау, там сзади никого нету. Так, с 2 педалей, с 2000 и поехали. Блин, вроде резина, кстати, была это, а букса вообще не было никакого.
Но единичку давит, один ровно. Вот мы сейчас упремся в ограничитель. Быстро, а самое главное комфортно. Ты вообще скорость не чувствуешь, то, что он мягкий. Он прям такой, спидометр просто поднимается и все. Ну и наоборот, кстати, уже не так слышно выхлоп. Он там начинает уже яростно выдувать, ты уже не обращаешь на него внимания никакого. И просто едешь 130 км в час, даже не по идеальной дороге, никаких стыков, ничего не чувствуешь. Я даже представляю, как на 16 колесах эта штука едет. Это, наверное, очень мягко, но волковато. Что можно было бы доработать здесь, вот типа для стока? Я бы поставил тормоза от Цельсиора, чтобы наверняка, потому что родные тормоза не такие хорошие, конечно. Что на вэшках вообще они как изначально были. Они очень быстро нагреваются и потом начинают колотить диски. Тачка, в общем, как заготовка, очень прям на стоке. Это вот сейчас очень ценится, что все на стиле было. Кто-то, конечно, и засовывает их в дрифт, чтобы там жестко раздавать, но он тяжеловат. Хотя, наверное, сейчас, там, типа, если сравнивать с 110-м марком, там, ну, вес не сильно большая разница, я думаю, будет. Все-таки тут же уже нет рамы. Соответственно, то не думаю, что он сильно тяжелее. Ну, килограмм, наверное, на 200, 150 максимум. Это одни из последних вэшек вместе с ARV, с плитом, с эстетом. Комфортный диван, многоцелевая. Ты можешь, получается, я не представляю, в Японии, то есть машина создана для того, чтобы возить каких-то людей. Ты такой, возьму я себе атлета и буду возить какого-нибудь чина жестко быстро. И он там в Токио просто прозревал, наверное, ездил. Ну, очень, конечно, напористо едет. Мужики на Lexus решили перебрать или сказать не редуктор. И, кстати, вот безрамочные двери, кто жестко на них бомбил, что типа здесь их нет, сейчас бы они жестко свистели. Потому что никто никогда их не регулирует, эти стекла, резинки. И там после 100-120 они начинают дико свистеть, ветер попадать в салон и так далее. Здесь, соответственно, уже намного тише за счет того, что убрали их. Ну и, соответственно, типа, бывает такое-то по безопасности, я читал, оказывается, в целях безопасности, жесткости, наверное, убрали безрамочные двери. Поэтому здесь их нет. Итак, друзья, что сказать в итоге? Автомобиль, вот именно вот это поколение, именно с этим мотором получилось довольно интересное тем, что ты получаешь комфорт, хорошие комплектации, много чего может быть внутри, там задний электродиван, как я уже говорил, люки, шмюки, все на велюре, кожа бывает, все мягко, плавно. И в то же время ты можешь жестко, дико валить. Можешь там бустапнуть, засунуть какие-нибудь родные мозги, насосы, форсунки, поставить там редуктор и жестко начать валить боком. Можешь, если ты жесткий такой тип, поставить еще 154-ю коробку сюда и жестко щелкать на крауне передач. И потом, соответственно, это поколение закончилось и началось вот эти все крауны 180 ГР, потом гибриды, а потом уже там всякие кроссоверы, подобие урусов китайских, вот эта вся шляпа. Там еще, я говорю, вот я посмотрел Краун Клюгер, блин, но я так и не представляю, как он выглядит, но я думаю, там такой шлак лютый. А это вот настоящий true, последний GDM-ный Краун, который можно купить, наслаждаться его комфортом, наслаждаться всем, что дарили нам японцы в те года. Подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк автомобилю, лайк видео и всем пока. Надеюсь, она не взорвется. Как петарда, блядь. Бах, и все оранжевое вокруг, блядь. Да, конечно, мама дорогая. Вот это да, вот это да. На телефон подснимай. Еще вонять будет. Все?